Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, что вы со мной, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину, который пропал, да, пропажа. Давайте посмотрим, выйдет ли он на связь, появится, объявится, даст ли весточку. И вообще, почему так произошло, что он пропал? Загадайте, пожалуйста, на пропажу. Давайте посмотрим, что покажет, о чем расскажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы, вот моими руками пусть откроют нам то, что сейчас не скрыто. Тоже узнать. Так, интересно. А вас тут развели. Он пропал, потому что вас развели. Здесь, знаете, как будто бы между вами такую борозду, вот видите, пропахали. Либо этот шлагбаум какой-то, да, поставили. Здесь как забор, да, вот забор между вами построили. Ничего себе. Девчонки, у кого мужчина пропал без всяких объяснений, как говорится, вышел и пропал, либо вы общались, например, в интернете, в один момент все, его нигде нет. Он не как в офлайне, да, не отвечает, не пишет, вы ему пишете, он не отвечает, либо вообще заблокировал. Здесь вас развели. Этому мужчине про вас каких-то гадостей наговорили. Наговорили такого, что он чуть с ума не сошел. Про вас что-то плохое сказали, рассказали. Здесь вред идет от какой-то женщины. Вот вы как хотите, но вот женщина навредила. Либо эта женщина, ну, допустим, его мама, либо какая-то ваша соперница. Явная, либо тайная. Вот кто-то навредил. Давайте сейчас сразу на оракуле посмотрю. Но здесь четко показано, что вас развели. И ему в уши наговорили. У него такое было состояние, он думал, что он просто вот погибнет, да. Но нет смысла жить. Почему он поверил? Мне интересно, почему он поверил? Зачем он поверил? Что такого ему сказали? О, Господи. Ах, здесь мужчина имел очень серьезные планы на вас. И вы для него были как свет в оконце, как шанс в жизни быть счастливым, да, жить, не то жить. Вот змея вмешалась, видите, по письму. Здесь явно какая-то была мерзкая, подлая информация, лживая, противная, в которую мужчина поверил. К сожалению, он поверил. Хорошо, почему он такой легковерный, почему он поверил? Доказательства предоставили. Все так состряпали, обстряпали. Смотрите, доказательства. О, Господи, тучи. Навели тучи, косой разрубили вас. Между вами связь разрубили косой. Какие-то доказательства. Может быть, даже фейковые. Знаете, там не настоящие фотографии, фотошопленные. Или какие-нибудь там подделочные. Но развели вас. Развели. Но есть и приятная новость. Это ненадолго. Это ненадолго. Пройдет время, вы опять будете вместе. Спрашиваю, кто это сделал, кто, зачем. Ну, понятно, что хоронили ваши отношения. Ага, ну, сейчас еще проверю. Это другая женщина или это, например, его мама? Это другая женщина, это не его мама. Это другая женщина. Она хочет его себе. Она хочет с ним кольцо. Она хочет с ним общий дом. Она хочет, чтобы он был ее мужчиной.
ее мужчиной. Он похоронил эти отношения, либо он не хотел этих отношений. А она говорит: нет, нет, я так не сдамся, да, я буду бороться. И смотрите, она за него борется. Она вас оклеветала. Даже могла, знаете, как какой-то липовый аккаунт завести, например, если в интернете, и вот выдать себя за вас, и от вашего имени даже что-то написать. Фотографии, может быть, какие-то ненастоящие, может, каких-то людей подговорила. Но здесь какой-то ужас произошел. Здесь мужчина чуть с ума не сошел. Вот, от горя, от тоски. И у него такой сильный стресс был. Он сейчас в депрессии находится, ему очень тяжело. Знаете, то состояние, когда ничего не хочешь. Ни жить, ни есть, ни пить. Вообще ничего. Он очень по вам скучает, девочки, очень. Знаете, он боится выйти на связь, чтобы не получить подтверждение, что все это правда. Вот, как-то так. Очень ушлая женщина, которая, ну вот опять идут одни и те же карты. Видите, она поделала какую-то информацию, она ему что-то показала, как доказательства какие-то показала. Ладно, давайте попробуем по-другому. Не, ну он не дурак, да. Не знаю, почему он так поверил, да, с первого раза, но он начнет думать, он начнет сопоставлять какие-то данные, какие-то факты, проверять эти доказательства. Смотрите, опять идет эта карта. И он поймет, что его как ребенка развели, да, что его обманули. Вот он поймет. И в момент, когда он поймет, девочка, он примчится к вам. Сразу же, вот, ну, я не знаю, пулей прилетит к вам, выйдет на связь, я не знаю, звонить, писать, в зависимости от того, где он находится. Но это будет, да, писать тоже будет. Писать будет избавляться от этого всего. Это ужас. Ситуация вот эта гадкая, она уйдет из вашей жизни. Но здесь вас оклеветали, девчонки, поэтому вы не вместе, поэтому он пропал, поэтому вы, ну, грубо говоря, расстались. Но вот его показывают, у него, смотрите, мозг прям это, плавится, вытекает. Ну вот представляете его состояние. Вот настолько вас оговорили, настолько вот гадостей наговорили про вас, то, что он в это поверил. Господи, это ужасно, это просто ужасно. Сейчас ему очень плохо. Сейчас он либо дико пьет, так знаете, что запойно, да, прям в запой ушел, либо он очень много-много работает, так что прям, знаете, с ног валится. Он отвлекает себя тяжелой работой, возможно, даже физической работой, либо большим объемом работы. Плюс ему ничего не хочется, его ничего не радует, он каким-то вот затворником, отшельником живет, как от всего мира закрылся. Если его родители рядом, у них просто там паника, истерика, ну, потому что они видят, что он себя губит, да, он пропадает, вот так идет. Вы как-то спокойнее перенесли, хотя вам тоже было очень больно и обидно, но вы спокойнее, а он прям с ума сходит, с ума. Знаете, как этот колосочек, который подкосили. Вот сердце кровоточит у него. Сердце кровоточит. Ну, знаете, говорят, чем чудовищнее ложь, тем больше в нее веришь. Вот из этой серии такая ситуация между вами произошла. Какой-то он у вас легковерный, да, легковерный. Ну вот, кстати, это и плюс, и минус. Если бы он был, смотрите, эгоистом, он бы, конечно, начал с вами выяснять отношения и говорить, что вот ты там такая дрянь всякая, меня там обманула, 5-10, да, и вы бы тогда быстрее его убедили, что это все неправда, да, предъявили бы доказательства, все, это неправда. А вот он нет, он такой более какой-то интеллигентный, мягкий, и вот он такой вот, я ей не нужен, да, у нее там другой, да, либо еще что-нибудь, я не буду ей мешать, я не буду мешать ее счастью, я просто исчезну. И вот он исчез, девочки. Вы оба сейчас страдаете, но он, конечно, сильнее, чем вы. Вы меня простите, я уважаю ваши чувства, ваши страдания любовные, но он страдает гораздо больше, ему гораздо больнее, чем вам. Хотя он сам это все спровоцировал, да, из-за вот этих всех наговоров на вас.
Так, что касается той женщины, но она уже 100 раз пожалела, что она вас оговорила, потому что к ней он не вернулся и не вернется никогда. И теперь она даже как-то потеряла доступ к нему. То есть, ну, он с ней не общается, он с ней не видится. Вообще, может быть, там наорал на нее, да, как-то прогнал ее от себя и своей жизни. Вот она сейчас сидит и думает: Господи, какая дура. Ах, какая я дура, и тут у меня не получилось, и тут меня не захотели. Она что думала, что он расстроится, и тут она такая объятия открывает, и он туда, опа, и нырнул. А ничего подобного не произошло. Не произошло. Она думала, она его утешит, а вместо этого он ее, видите, как послал. Летела далеко, далеко летела, быстро летела, да, аж ветер в ушах свистел. Ну, конечно, ужасная ситуация, что сказать, ужасная. Так, девушки, женщины, давайте так, вы расстраиваться не будете, вы будете жить, приведите себя в порядок, улыбайтесь, займитесь собой, своими интересами, живите, как жили. Поверьте, этот мужчина, он придет, он сам придет, он поймет, что его обманули. Он все это узнает и сам придет и будет просить прощения, и будет, там, не знаю, на коленях ползать. Ну, у кого, конечно, как отыграется, но тем не менее, после этого случая он никогда, девочки, послушайте внимательно, никогда в вас не усомнится. И даже если вы приведете какого-то чужого мужика с улицы, начнете там, я не знаю, с ним там зажиматься в его присутствии, он все равно не позволит себе дурного подумать. Да, в принципе, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, из этой серии. Наберитесь терпения, он сам придет, он сам все поймет и сам придет. У вас вон возобновление отношений. Причем, смотрите, он за вами бежит, сердце свое на ладонях несет. Кричит: возьми мое сердце, я тебя люблю, прости меня, прости меня. Да, еще будет за вами бегать, еще будет упрашивать, умолять. Все еще у вас, девочки, с ним будет. Подождите, девчонки, подождите. Я вам, к сожалению, срок не скажу. Видно, ну, большой разбег у разных девочек будет. Но, тем не менее, он точно вернется. Точно вернется и точно у вас, если вы пожелаете, да, отношения будут не только продолжаться, но и улучшаться. Причем значительно и качественно улучшаться. Это будет. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя, не расстраивайтесь, в жизни все бывает. Поверьте, вот эта грустная ситуация для вас обернется большим-большим бонусом, большим-большим плюсом. Это еще у вас впереди. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.